Форум собрал ведущих специалистов по истории, политике и культуре Кавказа. Открывая заседание, директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба отметил, что проведение форума в Сухуме символично, ведь абхазоведение является важной частью кавказоведения в целом. Международный форум кавказоведов впервые проходит за пределами Российской Федерации, а именно в Абхазии, не случайно, так как абхазоведение является неотъемлемой частью кавказоведения. Абхазская научная элита формировала не только приоритет развития государства, но и пути возрождения его суверенитета. Мы преклоняем головы перед светлой памятью наших корифеев абхазоведческой науки, которые и пером, и оружием защищали нашу государственность. По мере своих сил и возможностей мы будем стараться приумножить уникальный исследовательский опыт и традиции той великой плеяды. В работе форума участвуют около 250 ученых из Абхазии, России, Казахстана, Узбекистана, Армении, Турции и Германии. На открытии выступил президент Абхазии Бадра Гунба. Он подчеркнул стратегическую значимость научного сотрудничества с Россией и странами региона, а также значение памятных дат, которым приурочено мероприятие. В этом году мы отмечаем 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Это событие стало не только величайшим историческим подвигом нашего народа, но и неизменным историческим моральным духом, нравственным примером для всех поколений. 80 лет назад, в год Великой Победы, родился человек, чье имя навсегда вписано в историю Абхазии. Первый президент Республики Абхазия, выдающийся ученый и национальный лидер Владислав Григорьевич Ардзинба. Символично, что, родившись в год победы над фашизмом, он стал символом победы Абхазии в ее Отечественной войне. Третья юбилейная дата – это столетие Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Иосифовича Гуля, Академии наук Абхазии. Это старейшее научное учреждение нашей страны, сыгравшее важную роль в сохранении и развитии нашей национальной культуры, языка и истории. Особое внимание мы придаем участию в нашем форуме наших российских коллег и ученых. Мы особенно ценим присутствие представителей Института востоковедения Российской Академии наук, где Владислав Григорьевич Ардзинба проработал многие годы и где сложился его ученый авторитет, как выдающийся исследователь истории и культуры Востока и Кавказа. Мы рассматриваем сотрудничество научных учреждений Абхазии и России как стратегически важное направление. Оно не ограничивается академическими исследованиями, но имеет огромное значение для сохранения исторической памяти, для формирования общих подходов и изучения кавказской проблематики, для передачи будущим поколениям ценностей, без которых невозможна полноценная жизнь ни одного народа. Я уверен, что ваш форум станет площадкой для глубокого и содержательного обсуждения важнейших тем, связанных с историей, политикой и культурой народов Кавказа. Пусть эти дискуссии помогут найти новые научные подходы, укрепят взаимопонимание между исследователями и станут вкладом в общее дело сохранения и развития богатого культурного наследия нашего региона. Президент также сообщил о подписанном им распоряжении по реконструкции здания, где располагается институт. Хотел бы, чтобы вы знали, я буквально недавно посещал институт, общался с сотрудниками, с коллективом, и по итогам посещения института мною были даны поручения правительству о начале в следующем году реконструкции зданий Абхазского института.
Главным событием второй части первого дня форума стало подписание соглашения о сотрудничестве между Абхазским институтом гуманитарных исследований и рядом российских и северокавказских вузов. Среди них Карачаево-Черкесский государственный университет, Чеченский государственный университет, Ставропольский государственный педагогический институт и Российский институт истории и искусств. Документы предусматривают совместные проекты, конференции и обмен опытом. Мы уверены, что заключенные сегодня договоренности дадут новый импульс развитию научных взаимоотношений между данными научными учреждениями. Целью соглашения является установление, расширение и развитие укрепления связи сторон. Основными их направлениями являются проведение совместной научно-исследовательской деятельности по археологическим, этнографическим, историческим и филологическим направлениям, обмен научной информацией, публикациями, материалами и знаниями, проведение совместных научных конференций, круглых столов и семинаров, а также организация программ повышения квалификации и переподготовки для сотрудников сторон. Научная программа форума включает пленарные заседания, круглые столы и работу тематических секций. Ученые обсуждают широкий круг вопросов, от региональной безопасности и этнокультурных трансформаций до языка, литературы и искусства народов Кавказа. Итоговое пленарное заседание пройдет 3 октября, а завершится форум культурной программой. Заур Кварджа, Владимир Капуза, Сосрыкуа Гуха, Абаза ТВ.